Сейчас я продолжу раскрой брюк. Брюки башкирские, называются салбар. Брюки также краились из прямоугольников. Бралась длинная дорожка, как в ткацких станках. Ткань я взяла шириной 43 сантиметра, по 1,5 сантиметра на шов и сложила пополам, чтобы у меня получилось 4 слоя. Брюки берутся, конечно, вот шириной 23,5. Длиной я беру 1,20 м. Брюки кроются всегда длинными, чтобы заправлять брюки в сапоги. Все-таки у башкир еще были и сапоги в старину. Сапоги были очень интересные, красивые, но сапоги это отдельная тема. Поэтому пока я крою брюки, я делаю раскрой брюк. Пока мы кроем 2 полоски длинные. Они также будут складываться в пазлы. Вся эта схема придумана давным-давно, в древние века, в древние времена. Вот. Башкиры умели все-таки шить себе одежду. Не было фабрик таких, как сейчас. Каждый дом, каждая семья себя одевала сама. Но в первую очередь они шили себе одежду. Это была домотканная одежда. Верхнюю одежду еляны шили из сукна, из теплых тканей. Летняя одежда была, теплая одежда. Вот это две у нас половинки. 2 брючины, на 2 ноги 2 полоски. Ну, теперь возьмем здесь также еще, чтобы брюки были широкие, делалась шаговая деталь. Есть такая, она очень интересная. Она тоже как бы кроется необычным способом. Но для начала я выкрою шов. Не шов, а деталь сиденья. Между брюками была такая деталь. Она была тоже прямоугольная, где-то 40 на 40 сантиметров, но не то что 40 на 40 сантиметров, длиной 80 сантиметров, а шириной 40. Но мы возьмем длину 80 сантиметров возьмем, а ширину поменьше возьмем, потому что все-таки это парень молодой. И чтобы штаны так сильно не провисали, я сейчас сложу и покажу, как это будет выглядеть. Но для начала я как бы выкрою среднюю деталь 2 половин брюк. Краю я прямоугольники на глаз, потому что я их уже чертила, видимо, невидимо. Ну и ошибки здесь не будет. Вот такая деталь. Вот так она складывается. Вот так складываются брюки. Вот я сейчас покажу. Но оно выглядит, конечно, поначалу как бы смешно. Смешно, не смешно. Вот так брюки выглядят. Как бы вам показать? Вот одна нога,
посередине квадратик. Вот. Ну и следующая нога вот тоже пазлами складываются. Вот так получаются брюки. В итоге получается вот так брюки. Но здесь есть недостающая деталь. Она очень своеобразная. Она как бы расширяет эти брюки. Брюки не были такими узкими. Все-таки брюки были широкими. Так, вот здесь, конечно, немножко есть какая-то вот своеобразная мудрость. Если брюки протирались, то меняли только одну деталь. Сейчас я вот так сделаю. Тоже ее вырежу. Все это вырезается на глаз. Вырезается уголочек. Вырезала вот уголочек. К этому уголочку присоединяется такая деталь. Деталь присоединяется к прямоугольнику. Когда штаны изнашивались, меняли только вот эти детали. Деталь присоединялась, она была боковая и присоединялась к брюкам. Вот так вот брюки становились более симпатичными. Как вот показать-то? Вот средний шов брюк, средняя деталь, это прямоугольник, как бы вот сейчас я показываю наглядно. Вырезается боковая часть, вот она, я ее вырезала. К нему присоединяется вот такая деталь. Брюки за счет этой детали становятся шире, но и как бы получается, она берется примерно 70 сантиметров. Эти детали, как бы, они были придуманы древними мастерами, не мной. Есть такие книги исторические, башкирские. В них все указаны размеры брюк. По сантиметрам выложено. И вот мастера все-таки оставили для нас, для закройщиков, вот эти размеры, параметры, чтобы мы все-таки не ошибались. Вот. И это очень, конечно, у меня линейки портновские, они у меня здесь под рукой всякие, но вот это самая лучшая линейка у меня, конечно, я попользуюсь с этой. Вот. Вырежу эту деталь, и я покажу, как это было. Если брюки изнашивались, то меняли вот эту шаговую деталь. Это была шаговая деталь такая. Она изнашивалась и меняли шаговую. Но если менялось, ну как бы изнашивались брюки, дно брюк, то меняли вот эту. Но вот это основная для ноги брюки, ну как даже сказать, полоса ткани, которые две полосы брались для двух ног, они оставались. Меняли только середину. И вот так делались у нас башкир брюки. Но я не могу утверждать, что это только наши детали или как там наша схема, башкирская схема. Возможно, и принадлежит это другим народам, чтобы не обижались, но все-таки я думаю, что это детали как бы
нашего народа, раскрой нашего народа, наших мастеров. И хорошо, что все-таки были люди, которые записывали все это и сохранили для нас, чтобы мы все-таки могли молодому поколению показать, какая была наша одежда. Была она очень красивая, добротная, но как бы была наша своя такая, скажем, ультрамода, которую ничем не заменить. Но я сама также считаю, что самый лучший костюм башкирский. Все-таки здесь много выложено всего, много фантазии, много хороших схем, удобных в работе схем. Вот так краились брюки. Вот они, самые настоящие наши башкирские брюки. Они были широкие, но тут, конечно, запоясывались в ремень, веревка была, придерживалась, вот так она уходила. Здесь все поднималось и в сапоги заправлялись. Вот такие брюки, они очень красивые. Если посмотреть на фестивалях, мужчина очень красиво выглядит. И вот к нему же прикладывается вот к этим брюкам также будут приложена рубашка. Вот она, эта рубашка, как бы ткань льняная, очень добротная, но я хочу сказать, что костюм будет очень красивый. Но я также хочу к рубашке сделать ластовицу, как я обещала, что останется ткань. Я примерно ластовицу брали, но в исторических книгах тоже пишется, что ластовица была на 20 на 20. Также и это в рубашках отмечалось. Если рубашка состарится, то меняли только вот эту одну деталь, которая была. Я вот так сложу. Вот она, эта рубашка. Эта деталь пойдет под мышки вот сюда. Вот износ, если рубашки был, только меняли вот эту деталь. Она могла быть разной, не только вот родная, но я ее сделаю вот так. Ну и все на этом. Фильм заканчивается.